Строителю Моздока исполнилось 100 лет, а в аэроклубе во Владикавказе проходит форум «Армия-2019». Об этом и многом другом расскажем прямо сейчас. В эфире новости на телеканале «Осетия». В студии Елена Черенкова. Здравствуйте. Коротко о главном. Хорошо, погода позволила нам приехать сюда, посмотреть на всю технику, которая находится у нас в 58-й армии. В эпицентре импровизированных военных действий не солдаты, а обычные люди. Для жителей Северной Осетии впервые организовали форум «Армия-2019». Участники могут пострелять из оружия, прокатиться на боевой технике. Ну разве красиво, посмотрите, вынесли свой мусор. Только первая половина дня еще. Чистота – залог здоровья. Из раза в раз это доказывают участники общереспубликанского субботника, которые проводят раз в месяц. И каждый раз привести республику в порядок выходит глава Вячеслав Битаров. В филармонии прошел концерт классической музыки под управлением сингапурского дирижера Че Амоса. Во Владикавказе он уже в 4-й раз. Маэстро признается, что остинская публика – одна из самых благодарных. В Северной Осетии задержали сотрудника прокуратуры, советника юстиции Сослана Созанова. В его квартире провели обыск. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета России в СКФО. Ведомство совместно с управлением ФСБ республики задокументировало противоправную деятельность нарушителя. По их данным, подозреваемый вымогал деньги у представителя коммерческих структур за общее покровительство его предпринимательской деятельности. Возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Пострелять из настоящего оружия, прокатиться на БТР и выполнить установку боевого командира. Это задание не только для военных. В рамках форума «Армия-2019», который в эти дни проходит в Северной Осетии, можно почувствовать себя настоящим солдатом. Раньше такого рода учения проходили только в Москве, а с этого года в каждом военном округе. Принять участие мог каждый из желающих. С импровизированных полей сражения материал Сабины Гатаговой. Видеть вертолет, который выполняет военную операцию, так близко удается не каждому. Для маленьких зрителей это удивительное зрелище. Они с интересом наблюдают за каждым движением военнослужащих. Но сегодня особенный день. На все это можно не просто смотреть. Здесь каждый может ощутить себя в эпицентре боевых действий. С самого утра форум «Армия-2019» принимает гостей. Семья Абрамовых вместо семейного похода в парк или кино сегодня выбрали именно это место. Говорят, такого события ждали давно. Их сын Кирилл любит военную технику. Когда узнали о мероприятии, без сомнений решили провести выходной на аэродроме. Форум очень замечательный, очень хотелось сюда попасть. Мы в интернете прочитали сообщение о том, что у нас будет проводиться «Армия-2019». И вот с радостью, хорошо погода позволила нам приехать сюда, посмотреть на всю технику, которая находится у нас в 58-й армии. Особой популярностью сегодня пользуется, конечно, военная техника. «Тигр», БМП-3, Т-90, «Терминатор», «Крокодил». На выставочной площадке подробно рассказывают о каждой модели. Вес, боевые возможности, калибр. Расскажи, как тебе форум? Очень много машин, классные машины. И боевая техника очень хорошая. Подготовка очень хорошая у ВДВшников. Что больше всего нравится тебе здесь? Особенно танки Т-90 мне впечатлили. И вот машины «Тигр», пожарные. А пока одни рассматривают боевые машины, другие наслаждаются театральной демонстрацией нападения на лагерь боевиков, третьи учатся стрелять. А это стрелковый тир – одна из самых популярных площадок. В очереди десятки людей. Каждый хочет пострелять из пистолета Макарова. Но главное – надеть наушники. Оружие громко стреляет.
один день участники форума смогли почувствовать себя настоящими военными, а вот суворовцам не привыкать. Тем не менее, руководство Суворовского училища отмечает, что мероприятие несет не только развлекательный, но и воспитательный характер. Мероприятие несет очень большой воспитательный характер. Молодежи это надо, и это, по-моему, впервые в республике у нас. И мы бы очень хотели, чтобы каждый год один раз хотя бы проводили вот такие грандиозные, серьезные мероприятия. На многих такой день из армейской жизни произвел особое впечатление. Для них на площадке даже работал пункт отбора на службу по контракту. На этой площадке мы показываем людям, что устроиться в армию — это просто, быстро, что не надо этого бояться. Кто-то думает, что это какие-то коррупционные направления там, или еще что-то. Ну, что это типа дорого поступить на военную службу по контракту, но это не так. То есть никаких денег для этого не требуется, просто желание человека. Гостей с каждым часом становилось все больше. Организаторы отмечают, такого потока даже не ожидали. К вечеру количество гостей превысило 10 тысяч. Люди прибывают, потому что звонят друзьям, знакомым и интересно, на самом деле, я думаю, гражданской молодежи посмотреть, что все-таки есть у нас в России. И молодым людям особенно, наверное, должно быть интересно. А у тех, кто не смог сегодня попасть на форум, есть еще одна возможность. Завтра с 10 утра и до 5 вечера аэроклуб ждет всех желающих. Сабина Гатагова, Заур Кодзаев, Новости Осетии. Сегодня жители Северной Осетии вышли на республиканский субботник. Уже по традиции в нем принял участие глава Вячеслав Битаров. Вместе с представителями министерств и ведомств руководитель региона окрашивал металлические защитные ограждения на улице генерала Плиева. По мнению Вячеслава Битарова, не должно быть никаких проблем с тем, чтобы руководители объектов вместе со своими коллегами систематически убирали прилегающую территорию. И добавил, качественная разовая санитарная очистка и постоянное желание поддерживать наведенный порядок не требует больших материальных затрат и времени. Кроме того, глава республики обратил внимание на то, что как только заканчивается субботник, недобросовестные горожане опять оставляют мусор на убранной территории, несмотря на то, что до ближайшего контейнера нужно пройти не больше 30 метров. Ну разве красиво, вот посмотрите, вынесли свой мусор, только первая половина дня еще. Вы поставили свой мусор, после того, как город убрали, навели чистоту, порядок. Вот там, посмотрите, пакет с мусором, здесь пакет с мусором. Как вы считаете, это красиво? Нет, конечно. А как вы считаете, мы говорим о том, чтобы туристы к нам приезжали, да? Гости приезжали. Вот вчера большая делегация министров труда, социального развития. После того, как вот такие вещи они здесь увидят, они какое впечатление унесут о нашем городе, ну и в конце концов о жителях этого города. Какое впечатление они несут, если увидят вот такие наклейки на воротах, объявления везде расклеенные, где можно и нельзя. Ну как? Сегодня во Владикавказе одновременно убрали несколько территорий, привели в порядок места для отдыха, дендрарий, парк Нартон, водную станцию на Китайской. Покрасили и деревья. Напомним, субботник проходит каждую последнюю субботу месяца, вплоть до наступления холодов. Накануне в Северной Осетии побывал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Он лично убедился в том, как республика реализует национальный проект «Демография» и посмотрел условия в нескольких социальных учреждениях. Об эффективности такого взаимодействия с федеральным центром рассказал пресс-секретарь главы республики Таймур Аскальцев. Продолжается череда посещений Северной Осетии федеральными чиновниками. Их приезд всегда ощутимая поддержка республиканским проектам в самых разных направлениях. Так, региональное совещание по нацпроекту «Демография» министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин по приглашению главы Северной Осетии провел во Владикавказе. Положительно отмечена работа, проделанная республикой в развитии социальной сферы. Обозначены социально значимые объекты, которые нуждаются в качественном улучшении. Намечены шаги дальнейшего взаимодействия с Министерством труда и социальной защиты РФ.
О национальных проектах говорили и на совещании в Пятигорске. Его провел заместитель полномочного представителя президента России в СКФО Сергей Стариков. Республику там представлял премьер Таймураз Тускаев. Говорили о том, как важно информировать население о результатах работы по нацпроектам. Таймураз Тускаев подчеркнул, социальные сети играют основную роль в формировании общественного мнения о реализации национальных проектов и предложил создать специальные тематические аккаунты и активнее задействовать телевидение и радио. Предложили также мотивировать журналистов, которые будут освещать эту тематику. Собравшиеся отметили, что нужно учредить специальную премию за креативный подход и объективный анализ ситуации. Это позволит оценивать профессионализм представителей журналистского сообщества и их видение вопросов дальнейшего развития Северокавказского федерального округа. В Северостинском региональном отделении ЛДПР утвердили список кандидатов в депутаты Собрания представителей Владикавказа. В первую тройку партийного списка вошли координатор регионального отделения партии Сослан Бестаев, чемпион мира по самбо Мурат Гасев и журналист Илина Сугарова. Всего в списке 18 человек. Его утвердили на отчетно-выборной конференции партии. Кроме того, ЛДПР выдвинула кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований и глав муниципальных образований. Их выборы также пройдут в единый день голосования. Традиционно наша партия делает акцент на молодежь. Мы даем молодежи развиваться и реализовывать свой потенциал. Средний возраст наших кандидатов 32 года, и они все у нас с высшим образованием, преимущественно юридическое образование, но есть и рабочие профессии. На сегодняшний день можно смело сказать, что на этих выборах 8 сентября мы представим сплоченную команду, которая уже более 2 лет работает совместно на благо нашей республики. Сотрудники госавтоинспекции проводят профилактическую акцию «Нетрезвый водитель». Главная цель – выявить грубые правонарушения, которые совершают пьяные водители. Инспекторы проводят рейды на самых аварийно опасных участках дорог. Особое внимание к местам массового отдыха. Особенно это касается летнего периода. В ГИБДД просят с пониманием отнестись к таким профилактическим мероприятиям и добавляют: основная задача – исключить аварийность на дорогах и сохранить жизни. Кроме того, в госавтоинспекции призывают граждан соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и взаимно вежливыми. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. В эфире новости на телеканале «Осетия», и мы продолжаем наш выпуск. Сколько событий может произойти за 100 лет? За это время может несколько раз поменяться ход истории. Герой нашего следующего сюжета пережил Великую Отечественную войну, распад Советского Союза и перестройку. Александр Туркинов не теряет бодрость духа. Он пример для своих многочисленных детей, внуков и правнуков. Фронтовик живет в большой и дружной семье. В гостях у Александра Яковлевича побывала наша съемочная группа. Утро Александра Яковлевича начинается активно. Рассказывает, сидеть на месте не любит. Постоянно находит занятия. Любит мастерить своими руками. Разбирает и собирает механизмы и велосипеды. Отвлекаются. Чтоб не сидеть, не лежать. Лежать нельзя. Надо ходить и двигаться, ходить, двигаться. Вот. Обязательно. Вот. Александр Яковлевич прошел всю войну. На фронт его призвали в 24 года и сразу зачислили в кавалерию. Служил 6 лет. За эти годы побывал в разных уголках мира. Вспоминает, однажды его кавалерийский полк переходил через пустыню Гоби до Хинганского хребта. Продукты уже были на исходе. Особенно не хватало воды. Ее давали и лошадям. Воду кавалеристам спускали на самолетах в больших резиновых мешках. Ветеран вспоминает, пытались придумать и другие способы утолить жажду. Верхом в озеро заезжали верхом прямо в озере. Думаем, может, лошадь попьет все-таки воду? Не бьет, беда. Ага. Я нагнулся через проточек, думаю, пару глотков. Нагнулся. Да что, знаешь, как плохая женщина пересолит суп или чай. Вот такой, горько-соленая вода. Ну, что делать? Идем, брезентовые ведра нам дали в кавалерии. Идешь, набираешь брезентовое ведро воды, пришел, лошадь напоил, напился. А остальную воду себе во фляжке, в бутылке, куда облепливать.
После войны долгое время работал в колхозе на бульдозере и справлялся отлично. За работу получил орден Трудовой славы. Вспоминает, однажды он вырастил и собрал богатый урожай кукурузы. При Хрущеве кукурузу вырастил. Такую кукурузу вырастил, что во всей республике не было такой. Возили, приезжает ко мне вот сюда, главный инженер колхоза. Ты чего наделал? А я смотрю на него, а что я наделал? Трактора позастряли на твоем поле, не могут вылезти оттуда кукурузу. Я говорю, да вы меня наоборот хвалите за... Он засмеялся, я нарочно. Молодец, такая, говорит, кукуруза, не дай бог. Даже, говорит, на одном стебле есть до 3 кочанов. Вот такая выросла кукуруза. Недавно ветеран отметил 100-летний юбилей. Поздравить его пришли представители партии «Единая Россия». Александр Яковлевич прошел огромную жизненную дорогу и трудную, с большой, огромной историей. И сегодня мы решили поздравить его с юбилеем, со 100-летием, чтобы младшие приравнивались, знали о своих старших. Он является одним из достойных старших Моздокского района, и так и всей Осетии. И сегодня хотим пожелать ему здоровья, долгих лет жизни. Из-за своей любви к активной жизни даже на пенсии Александр Яковлевич не переставал работать. Говорит, поэтому многие льготы, которые полагались ему по закону, так и не получил. Ветерану не дали машину, которую он должен был получить указом Владимира Путина. Не предоставили Александру Яковлевичу и квартиру. Ветеран обиды не держит, но признается, немного жаль, что так вышло. И надеется, возможно, ко дню Красной Армии ситуация изменится. Алана Томаева, Александр Каджаев. Новости Осетии. Победители горных вершин во Владикавказе презентовали книгу об альпинистах Северной Осетии. В издании описаны походы покорителей вершин и история альпинизма республики. Автор Юрий Ликовский. Это его 5-я книга. Над ней он работал целый год, собирал материал. Другие 4 книги тоже посвящены альпинизму. Самое первое издание он выпустил в 2006 году. Мероприятие провели при поддержке североостинской организации «Книга-центр». На презентации пригласили ветеранов альпинизма и студентов из молодежного альпинистского клуба «Каскад». Как говорит сам автор, главное, чтобы книга нашла своего читателя. Мне важно, чтобы этот материал из этой книги и сама книга дошла до читателя, для людей, чтобы она была полезна людям. Вот это самое главное. Ну, немножко, конечно, чтобы и память обо мне осталась, что был такой человек, который все это дело сделал. Дирижер, композитор и пианист из Сингапура Чиа Амос выступил перед владикавказским зрителям. Концерт прошел в филиале Государственного академического Мариинского театра. В республике дирижер не впервые. В этот раз он исполнил произведение Шуберта. Чиа Амос единственный, кто дважды был удостоен премии Сингапурского симфонического оркестра как лучший дирижер и завоевал дирижерскую премию Сингапурского китайского оркестра. В 2019 году он также стал победителем конкурса дирижеров Итальянской оперной академии Рикардо Мути. В планах у Чиа Амоса чаще работать с российскими симфоническими оркестрами. На следующий год у него уже запланировано несколько концертов в России. Но, как признается сам дирижер, Владикавказ ему особенно дорог. Местная публика отличается. Такой аншлаг, как в Северной Осетии, бывает не во всех залах. Даже в Лондоне или Сингапуре, где выступал Чиа Амос, зал был переполнен лишь на 70%. Кроме того, теплые отношения уже сложились у дирижера и с музыкантами филиала Мариинского театра. Они фантастические, они мне очень нравятся. С ними я выступаю уже 4-й раз. И коллектив этот особенный. Они очень усердно трудятся. Мы хорошо понимаем друг друга. Нас связывает не только работа, но и музыка. Я работал со многими российскими оркестрами, и этот один из самых любимых, если не самый любимый. И я всегда очень рад сюда вернуться. Больше 250 спортсменов из 23 регионов страны принимают участие в турнире по армрестлингу среди мужчин и женщин. Он посвящен памяти заслуженного тренера России Асламбека Яналдиева. Проводят его уже в 3-й раз. Организаторы соревнований – Министерство физической культуры и спорта и Федерация армрестлинга Республики. Как они отмечают, у турнира высокий статус. Его победители получают звание мастера спорта России. Асламбек Яналдиев был заслуженным мастером спорта СССР по тяжелой атлетике, мастером
мастером спорта международного класса и заслуженным тренером России по армспорту. Именно он создал школу армрестлинга в республике. Он был сам супертяжеловес, первый осетин, который шагнул на мировой помост, человек, который принес большую славу для Осетии, был признан одним из самых сильных людей 20-го столетия. Рекорды, которые устанавливал, результаты, которые показывал, это внушают, конечно, очень много оптимизма. Да, первым он был, первопроходцем, как говорят. К этому часу это вся информация. Больше новостей вы можете найти на нашем официальном сайте iriston.tv и на страницах в наших социальных сетях. А я же с вами прощаюсь. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.